Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего урока – введение в глубокое обучение и нейронные сети. Вы когда-нибудь задумывались, как работает Amazon Alexa или Google Translate? В основе работы этих и многих других систем лежит глубокое обучение. Глубокое обучение в переводе с английского Deep Learning, DL, будучи разновидностью машинного обучения, произвело революцию в мире технологий и нашло свое применение во всех сферах бизнеса. Что такое глубокое обучение? Прежде чем мы углубимся в глубокое обучение, его приложения и платформы, нам сперва нужно понять, что вообще из себя представляет глубокое обучение. Глубокое обучение – это подраздел машинного обучения, который занимается алгоритмами, основанными на структуре и функциях мозга. Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения, которая, в свою очередь, является частью сферы искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это способность машины имитировать разумное поведение человека. Машинное обучение позволяет системе автоматически обучаться и улучшать свой собственный опыт. Глубокое обучение – это разновидность машинного обучения, которая использует сложные алгоритмы и глубокие нейронные сети для обучения моделей. Применение глубокого обучения. С появлением экономически эффективных вычислительных мощностей и накопителей данных глубокое обучение проникло во все цифровые аспекты нашей повседневной жизни. Вот несколько примеров цифровых продуктов из обычной жизни, в основе которых лежит глубокое обучение. Какие задачи глубокое обучение решает сегодня? Глубокое обучение проникло буквально во все отрасли. К примеру, в здравоохранении с его помощью диагностируют онкологию и диабет. В авиации оптимизируют парки воздушных судов. В нефтегазовой индустрии проводят профилактическое техобслуживание оборудования. В банковской и финансовой сферах отслеживают мошеннические действия. В розничной торговле и телекоммуникациях прогнозируют отток клиентов. Глубокое обучение широко используется для прогнозирования погоды в отношении осадков, землетрясений и цунами. Это помогает принять необходимые меры предосторожности. Благодаря глубокому обучению машины могут понимать речь и обеспечивать хорошее качество ее распознавания. Модели глубокого обучения также помогают рекламодателям таргетировать рекламу и назначать ее ставки в реальном времени. Глубокое обучение или машинное обучение. Машинное обучение работает только с наборами структурированных и полуструктурированных данных, в то время как глубокое обучение работает как с структурированными, так и с неструктурированными данными. Алгоритмы глубокого обучения могут эффективно выполнять сложные операции, а алгоритмы машинного обучения нет. Алгоритмы машинного обучения для извлечения закономерностей используют размеченные наборы данных. При глубоком обучении программа принимает большие объемы данных в качестве входных и анализирует их для извлечения свойств объекта. Производительность алгоритмов машинного обучения снижается по мере увеличения количества данных. Поэтому для поддерживания работоспособности модели нам необходимо глубокое обучение. Что такое нейронные сети? Теперь, когда вы знаете, что такое глубокое обучение, где оно применяется и чем отличается от машинного обучения, давайте рассмотрим нейронные сети и их работу. Нейронная сеть – это система, смоделированная на основе человеческого мозга, состоящая из входного слоя, нескольких скрытых слоев и выходного слоя. Данные поступают на вход нейронной сети. Далее информация передается на следующий уровень с применением соответствующих весов и смещений. На выходе сети оказывается окончательное значение, предсказанное искусственным нейроном. Каждый нейрон в нейронной сети выполняет следующие операции. Находится произведение каждого входа и веса канала, через который он проходит.
вычисляется сумма взвешенных произведений, которая называется взвешенной суммой. К взвешенной сумме добавляется смещение. Затем окончательная сумма подается в специальную функцию, которая называется функцией активации. Функция потерь. Функция потерь – один из важнейших компонентов нейронной сети. Потери – это разность между полученным результатом нейронной сети и правильным ответом из размеченного набора обучающих данных. Минимизация функции потерь посредством корректировки весов и смещений производится на протяжении всего процесса обучения. Y – это фактическое значение, а Y с шапкой – это прогнозируемое значение. Архитектура нейросетей. Допустим, у нас есть следующая сеть. У этой сети есть только один скрытый слой, но у некоторых сетей есть по нескольку скрытых слоев. К примеру, в следующей четырехслойной сети есть два скрытых слоя. Проектирование входных и выходных слоев иногда является простой задачей. К примеру, допустим, мы пытаемся определить, означает ли рукописная цифра 9 или нет. Естественной схемой сети будет кодировать яркость пикселей изображения во входных нейронах. Если изображение будет черно-белым, размером 64 на 64 пикселя, тогда у нас будет 64 на 64 равняется 4096 входных нейронов с яркостью в промежутке от 0 до единицы. Выходной слой будет содержать всего один нейрон, чье значение менее 0,5 будет означать, что на входе была не девятка, а значения более будут означать, что на входе была 9. И если проектирование входных и выходных слоев часто является простой задачей, то проектирование скрытых слоев может оказаться сложным искусством. В частности, невозможно описать процесс разработки скрытых слоев при помощи нескольких простых практических правил. Исследователи нейросетей разработали множество эвристических правил проектирования скрытых слоев, помогающих получать нужное поведение нейросетей. К примеру, такую эвристику можно использовать, чтобы понять, как достичь компромисса между количеством скрытых слоев и временем, доступным для обучения сети. Пока что мы обсуждали нейросети, в которых выходные данные одного слоя используются в качестве входных для следующего, называются нейросетями прямого распространения. Это значит, что в сети нет петель, информация всегда проходит вперед и никогда не скармливается назад. Если бы у нас были петли, мы бы встречали ситуации, в которых входные данные сигмоиды зависели бы от выходных. Это было бы тяжело осмыслить, и таких петель мы не допускаем. Однако существуют и другие модели искусственных нейросетей, в которых возможно использовать петли обратной связи. Эти модели называются рекуррентными нейронными сетями. Идея этих сетей в том, что их нейроны активируются на ограниченные промежутки времени. Эта активация может стимулировать другие нейроны, которые могут активироваться чуть позже, также на ограниченное время. Это приводит к активации следующих нейронов, и со временем мы получаем каскад активированных нейронов. Петли в таких моделях не представляют проблем, поскольку выход нейрона влияет на его вход в некий более поздний момент, а не сразу. Из чего состоит глубокая нейронная сеть? Для более ясного понимания давайте рассмотрим, как человеческий мозг учится различать людей. Когда вы встречаете человека во второй раз, то узнаете его. Как так получается? У всех людей схожее строение. 2 глаза, 2 уха, нос, губы и так далее. Все одинаково устроены, и тем не менее различать людей нам довольно легко, не так ли? Природа процесса обучения человеческого мозга довольно очевидна. Вместо того, чтобы для узнавания людей изучать структуру лица, мы изучаем отклонения от типичного лица,
то есть то, насколько сильно отличаются глаза конкретного человека от типичного глаза. Далее эта информация преобразуется в электрический сигнал определенной силы. Подобным же образом изучаются отклонения всех остальных частей лица от типичных. Все эти отклонения в итоге собираются в новые признаки и дают выходное значение. Все описанное происходит за доли секунды, и мы просто не успеваем понять, что произошло в нашем подсознании. Как показано здесь, нейросеть пытается имитировать тот же процесс, используя математический подход. Входные данные принимаются нейронами первого слоя, и в каждом нейроне вычисляется функция активации. На основе простого правила нейрон передает выходное значение следующему нейрону, подобно тому, как человеческий мозг изучает отклонения. Чем больше выход нейрона, тем большее значение имеет соответствующий входной признак. На последующем слое эти признаки объединяются в новые, которые имеют пока непонятную для нас форму, но система обучается им интуитивно. Повторенный множество раз этот процесс приводит к формированию сложной сети со связями. Как происходит обучение? Теперь, когда структура нейросетей понятна, давайте разберемся, как происходит обучение. Из входных данных, которые мы предоставляем сети, на выходе получается прогноз серии матричных умножений, который может быть верным или неверным. В зависимости от выхода мы можем потребовать от сети более точных прогнозов, и система будет обучаться, меняя значение весов для нейронных связей. Чтобы правильно дать сети обратную связь и определить следующий шаг, для внесения изменений мы используем элегантный математический алгоритм обратного распространения ошибок. Повторение процесса шаг за шагом, несколько раз с нарастающим объемом данных позволяет нейросети обновлять веса соответствующим образом и создает систему, в которой сеть может делать прогноз на основе созданных ею через веса и связи правил. Название «глубокие нейронные сети» пошло от использования множества скрытых слоев, которые и делают нейросеть глубокой, способной обучаться более сложным паттернам. Истории успешного применения глубокого обучения только-только начали появляться в последние годы, ведь процесс обучения нейронной сети сложный по части вычислений и требует больших объемов данных. Эксперименты, наконец, увидели свет только когда возможности вычисления и хранения данных стали более доступными. Как работают нейронные сети? В этом разделе мы рассмотрим, как нейронная сеть обучается распознавать различные формы. Формы представляют собой изображения размером 28 на 28 пикселей. Каждый пиксель подается на вход нейронов первого слоя, а скрытые слои будут повышать точность вывода. Данные передаются от слоя к слою по каналам, где они умножаются на разные веса. Причем каждый нейрон в одном слое имеет разные веса по отношению к каждому нейрону в следующем слое. Каждый нейрон в первом скрытом слое принимает подмножество входных данных и обрабатывает их. Все входные данные умножаются на соответствующие веса, и к ним еще добавляется смещение. Результаты функции активации определяют данные, из каких нейронов будут переданы в следующий слой. Шаг первый. x1 умноженное на w1 плюс x2 умноженное на w2 плюс b1. Шаг второй. f в скобочках x1 умноженное на w1 плюс x2 умноженное на w2 плюс b1. f – это функция активации. Вышеупомянутые шаги выполняются снова во втором скрытом слое, после чего информация достигает выходного слоя.
А затем один из нейронов в выходном слое должен активироваться в зависимости от значения функции активации. Как видите, наш правильный результат был квадратом, но нейронная сеть предсказала круг. Итак, что-то пошло не так. Нейронную сеть необходимо обучать до тех пор, пока прогнозируемые выходные данные не будут совпадать с правильными. Сравнение осуществляется путем вычисления функции потерь. Функция потери определяет ошибку прогноза и сообщает об этом нейронной сети. Это называется алгоритмом обратного распространения ошибки. Чтобы уменьшить ошибку, мы корректируем веса, и сеть продолжает обучение с ними. Снова вычисляется функция потерь, и процедура обратного распространения ошибки запускается вновь до тех пор, пока ошибки не перестанут уменьшаться. Точно так же нашу сеть можно обучить предсказывать круги и треугольники. Какие есть популярные фреймворки для глубокого обучения? Учитывая то, что внедрение глубокого обучения прошло быстрыми темпами, прогресс экосистемы для него также стал феноменальным. Благодаря множеству крупных технологических компаний и проектов с открытым исходным кодом вариантов для выбора более чем достаточно. Эти фреймворки глубокого обучения предоставляют блоки кода для многократного использования, из которых можно составить описанные выше логические блоки, а также несколько удобных дополнительных модулей для создания модели глубокого обучения. Все доступные варианты фреймворков глубокого обучения можно разделить на низкоуровневые и высокоуровневые. Пусть такая терминология и не принята в этой области, но мы можем использовать это разделение, чтобы облегчить себе понимание фреймворков. Низкоуровневые фреймворки предлагают более базовый функционал для абстракции, который в то же время дает массу возможностей для кастомизации и трансформации. Высокоуровневые фреймворки упрощают нам работу своей более продвинутой абстракцией, но ограничивают нас во внесении изменений. Высокоуровневые фреймворки используют низкоуровневые на бэкэнде и в процессе работы конвертируют источник в желаемый низкоуровневый фреймворк для выполнения. Ниже приведены несколько вариантов популярных фреймворков для глубокого обучения. Низкоуровневые фреймворки. Первое – TensorFlow. Второе – MXNet. И третье – PyTorch. Высокоуровневые фреймворки. Keras использует TensorFlow на бэкэнде. Keras – это фреймворк Python для глубокого обучения. Его большим плюсом является возможность использовать код как на CPU, так и на GPU. Gluon использует MXNet на бэкэнде. Самый популярный сейчас фреймворк TensorFlow от Google. TensorFlow – это библиотека глубокого обучения с открытым исходным кодом, созданная Google. Она разработана на C++ и реализована на Python. Keras можно запускать поверх TensorFlow. Keras также довольно популярен благодаря быстрому прототипированию моделей глубокого обучения и, следовательно, упрощению работы. Torch был разработан с использованием языка Lua и реализован на языке C. Реализация на языке Python называется PyTorch. PyTorch от Facebook – еще один фреймворк, который стремительно дополняет конкурентов. PyTorch может стать прекрасным выбором для многих специалистов по искусственному интеллекту. Он затрачивает меньше времени на обучение, чем TensorFlow, и может легко применяться на всех этапах создания модели глубокого обучения, от прототипирования до внедрения. DL4J – Deep Learning for Java – первая библиотека глубокого обучения, написанная для Java и Scala. Она интегрирована с Hadoop и Apache Spark.
TensorFlow от Google в настоящее время является самой популярной библиотекой глубокого обучения в мире. Она основана на концепции тензоров, которые являются векторами или матрицами в n-мерном пространстве. На рисунке слева представлен пример одномерного, двухмерного и трехмерного тензоров. Все вычисления, выполняемые с использованием TensorFlow, включают в себя тензоры. На рисунке справа простая архитектура работы TensorFlow. Ну и давайте сделаем заключение. С 2006 года было разработано несколько технологий, позволяющих обучать глубокие нейронные сети. Они основаны на стохастическом градиентном спуске и обратном распространении, но содержат и новые идеи. Они позволили обучать гораздо более глубокие сети. Сегодня люди спокойно обучают сети с 5-10 слоями. И оказывается, что они гораздо лучше решают многие проблемы, чем неглубокие нейросети, то есть сети с одним скрытым слоем. Причина, конечно, в том, что глубокие нейросети могут создавать сложную иерархию концепций. Это похоже на то, как языки программирования используют модульные схемы и идеи абстракции, чтобы на них можно было создавать сложные компьютерные программы. И на этом наш сегодняшний урок подошел к концу. Увидимся на следующих уроках. Спасибо большое за внимание.